Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Камшик Шара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Посол Венесуэлы в Абхазии Хесус Рафаэль Веласкес вручил президенту Аслану Бжане верительную грамоту. В Государственный музей боевой славы переданы на хранение медали добровольцев Валерия Хубулова и Алана Джиоева. В администрации президента прошла торжественная церемония вручения верительных грамот чрезвычайным и полномочным послом Боливарианской республики Венесуэла в Российской Федерации по совместительству в Республике Абхазия Хесусом Саларосом Рафаэлем Веласкес, президенту Республики Абхазия Аслану Бжане. Глава государства поздравил посла с вступлением в должность, отметив, что история межгосударственных отношений двух стран началась 10 сентября 2009 года, когда Венесуэла признала независимость Республики Абхазия. Хесус Рафаэль Веласкес отметил, что для него большая честь, как для ученика Уго Чавеса, находиться в Абхазии, выражать свое уважение, выполнять свои обязанности чрезвычайного полномочного посла. Шарашнапы Венцов, Боливарианская республика Венесуэла, Апсна Хунткаракна, Ахатарна Краеску, Ацагду Змов, Амиссия. Шарашусу разходит о политикат, Ахуахтра экономикат, а гуманитар усква, а хабриан и хадароб хунткара кваркна накак, а абсыра аймадара рыбжецара. Хунткара кварибжо ай заказаша квартарух ахакит Боливарианская республика Венесуэла абсна хунткара ахипшимра азнаханаца юниски ва шуксазы. Ускан Венесуэла анабхгара гана хала и кацан афархатара Шача, Апснижлар, Хатырла, Дургала Дуршойт, Венесуэла, Жлар Рыцей, Яша, Рабхагыла, Уго Чавес, Фриес. Обряхас, Ацакду, Змов, Шлар Бжаратли, Айку Шахатра Кушпака и Рыцаю. Харахазгду, Юниски Жабашук Сазы, Венесуэла Ярту, Апсна Хунткара, Ацхарайфхарта. Уеха, Атула политикат, а дипломатият, а культура стазара ялахуб, хайма даресайра, а чаргойд, харауи артбараги хазхиоб. А дуния чувику атагла зашем редзам. Убриан, чидала такду аму, пхтула ква рыбжара, а юзерат език азаша ква рычера. Апсны жлари, апсны анабхгари, хатыр дула, языкуб, Венесуэла ажлари анабхгари икарцов, Адгалари, Аусицюри. Хкуяна гойд, Хайзаказашака, Абхакаги и Чиалоид, и Уахойд Ха. Как вы уже сказали, 10 сентября 2009 года навсегда останется в нашей памяти как важнейшая дата наших отношений. И эта дата будет значимой по двум основным причинам. Во-первых, это признание мужества и героизма абхазского народа. И во-вторых, это признание мужества Уго Чавеса, который, вопреки империализму Соединенных Штатов, признал свободу и независимость абхазского народа. Для меня это большая честь, большая гордость, так как я являюсь учеником Уго Чавеса, находиться здесь и высказывать свое уважение, нести свои обязанности и в качестве посла Республики Абхазия. И поэтому, уважаемый господин президент, я принимаю на себя эту обязанность, и я буду нести с гордостью свои обязательства как посол Республики Абхазия. После торжественной церемонии вручения верительных грамот президент Аслан Бжане провел встречу с чрезвычайным полномочным послом Боливарианской республики Венесуэла в Российской Федерации по совместительству в Республике Абхазия Хесусом Саларосом Веласкес. Аслан Бжане выразил уверенность в том, что с появлением нового посла двусторонние связи укрепятся. Посол поблагодарил президента за прием, подчеркнув, что нужно как можно больше работать для укрепления связи между двумя странами. В завершении встречи стороны обменялись памятными подарками.
Венесуэла Апсны Асхатара Уизакт Ахаднакулыс Вахаразахун Дара Иуступ Хабхазов. Чудала ядшни схарста хуб Хавайблер Иритвеп Штургала Шот Бзия Дербот Адуния Хинзанзаадзу Ирдервоз Уго Чавес. Уго Чавес и Апсны Ахинкара Хада Сергей Багапши Иштарта Залосхар Ххаярхана Хауспа Пхая Год Хауыс Абурахаму. Для меня это очень великолепная причина для того, чтобы быть здесь и высказать свое уважение народу Абхазии. На любых наших встречах мы не можем не упомянуть команданта Уго Чавеса, который имел мужество признать свободу и независимость Республики Абхазии. И он основал все свои трансформации, которые он осуществил в Венесуэле, на доктрине Симона Боливара. И наша дипломатия всегда будет ориентироваться на уважение, на самоопределение народов, на свободу, на независимость, на невмешательство во внутренние дела. В медиа-центре МИД состоялась церемония вручения копий верительных грамот послом Боливарианской республики Венесуэла в России совместительству в Абхазии Хесусом Рафаэлем Веласкесом, министру иностранных дел Абхазии Иналу Арзенба. В канун 30-летия Министерства иностранных дел Абхазии вновь назначенный посол Венесуэлы в России и по совместительству в Абхазии Хесус Рафаэль Саласар Веласкес вручил главе МИД Иналу Арзенба верительные грамоты. Приветствуя гостя, Инал Арзенба поздравил посла с вступлением в должность. Благодарим вас за то, что нашли возможность прибыть в Республику Абхазия в столь важные даты для нас, для нашего ведомства. Господин посол, сегодня официально начинается ваша дипломатическая миссия, и мы вас с этим сердечно поздравляем. Наш народ хорошо помнит выдающегося лидера вашего народа Уго Чавеса и то решение, которое было принято в 2009 году относительно признания государственного суверенитета Республики Абхазия. Мы это очень ценим и помним. Со своей стороны Хесус Рафаэль Саласар Веласкес поблагодарил за радушный прием, отметив, что для него большая честь находиться здесь. Дорогой друг, уважаемый министр, для нас это огромное удовольствие находиться здесь. И я здесь как представитель моего народа и выражаю свое уважение вашему народу. Это была задача, которую мы должны были выполнить еще начиная с прошлого года, когда я в качестве посла прибыл в город Москву. И спустя некоторое время, в которое никто из представителей Венесуэлы не посещал Республику Абхазия, мы очень рады, что мы находимся здесь и разделяем эти события с вами. И здесь я говорю не только о вручении верительных грамот, но еще и о праздновании 30-летия создания министерства. С момента признания независимости Абхазии Венесуэлой развивается договорно-правовая база отношений. Сфера сотрудничества увеличивается. И, безусловно, Абхазия положительно смотрит на потенциал и на будущие отношения между нашими государствами, отметил Инал Арзенба. Господин посол, уважаемые коллеги, также есть ряд сфер, где, на наш взгляд, мы могли бы активизировать наше сотрудничество. Прежде всего, это касается торгово-экономических связей и возможного инвестиционного сотрудничества. Есть также важные сферы гуманитарного взаимодействия, где мы могли бы активизировать сотрудничество. Это и сфера культуры, спорта, общения между молодыми лидерами наших стран. Мы были бы очень рады возможностям активизации нашего диалога по этим направлениям. Вы знаете, и мы все видим и понимаем, что международная система находится на стадии фундаментальных изменений. Происходит формирование полицентричного мирового порядка. Ни одна страна в мире не имеет права на монополию по решению международных вопросов. И мы с удовлетворением отмечаем, что Республика Абхазия и Боливарианская республика Венесуэла вместе с нашим союзником Российской Федерацией выступают за формирование многополярного мира, где будут уважать права всех народов и стран вне зависимости от их политической, военной или экономической мощи. Посол Венесуэлы также выступил за укрепление и расширение связей и сотрудничества между Абхазией и Венесуэлой.
В рамках этого визита мы также могли бы пересмотреть те механизмы сотрудничества, которые имеются между нашими республиками, и попытаться вновь их активизировать, поскольку я являюсь тут послом. И мы открыты полностью для того, чтобы поддерживать наши постоянные контакты, постоянные коммуникации, для того, чтобы наше сотрудничество углублять. В завершении встречи стороны обменялись памятными подарками. Алика Трапшадиксия Гухава, Абхазское телевидение. Указом президента Республики Абхазия чрезвычайному полномочному посланнику первого класса Одиссею Беквава присвоен дипломатический ранг чрезвычайного полномочного посла. Другим указом Асламджания присвоил дипломатический ранг чрезвычайного полномочного посла чрезвычайному полномочному посланнику первого класса Ираклию Тужба. В Государственный музей боевой славы имени Арзенба переданы на хранение медали Министерства обороны Республики Южная Осетия Валерия Хубулова и Алана Джоева. Это наша память. Мы будем достойны продолжать. Огромное спасибо еще раз. В Музей боевой славы имени Арзенба переданы на хранение медали Министерства обороны Республики Южная Осетия. Награды имени воинов-добровольцев Валерия Хубулова и Алана Джоева с этого времени будут храниться в числе других реликвий музея. Эти реликвии Южная Осетия, Республика Южная Осетия передает на хранение нашему музею из рук доблестных наших добровольцев, братьев из Осетии. Мы несказанно рады этому событию, очень волнительно, потому что это высокое доверие, которое мы постараемся оправдать. Я торжественно обещаю хранить, пока мы живы, и передавать из поколения в поколение. В период Отечественной войны народа Абхазии Валерий Хубулов и Алан Джоев осуществляли командование осетинскими отрядами, принимали активное участие в боевых действиях, взаимодействуя с командованием Абхазской армии и руководством Южной Осетии. Валерий Хубулов награжден орденом Леона. В 1993 году под его началом было создано Министерство обороны Южной Осетии. Алан Джоев был командующим вооруженными силами Южной Осетии, первым заместителем министра обороны. К сожалению, обоих воинов уже нет в живых. Хубулов Валерий Николаевич был одним из первых, которые в 1992 году, 16 августа, выдвинулись на помощь братскому абхазскому народу. Алан Джоев – это второй командир. В 1993 году совместно с кем мы пришли и поменялись, как говорится. Был памятный день Дня Победы наших великих дедов, отцов, дядь. Победили фашизм. Принесли нам мир. Но нашему поколению пришлось опять-таки с этим фашизмом, который хотели уничтожить народ Южной Осетии, Южную Осетию, и также абхазский народ и Абхазию. Вторую победу принесли тоже мы на наши земли. И в преддверии тоже хочу поздравить каждый абхазский очаг, чтобы там было тепло, каждому абхазской семье и ихним детям мирного неба. По поручению министра обороны Абхазии Владимира Ануа, матери Алана Джоева Елене Ванеевой передан благодарственный адрес, а также удостоверение к значку участника Отечественной войны народа Абхазии. Уважаемая Елена Харитоновна, от лица Министерства обороны, военнослужащих вооруженных сил Республики Абхазия, примите наши самые искренние слова благодарности за вашего сына Джоева Алана Сагратовича, добровольца, участника Отечественной войны народа Абхазии. Мы говорим вашей семье большое спасибо за воспитание истинного патриота. Ваш сын, обладая одним из самых достойных и благородных качеств, вместе с сотнями добровольцев принес нашему народу свободу. Его вклад в победу Абхазия никогда не забудет. От лица личного состава Министерства обороны желаю вам, Елена Харитоновна, крепкого здоровья на долгие-долгие годы. Мероприятие приурочено ко дню рождения первого президента Абхазии Владислава Арзенба. Эсма Голанзе, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.
Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджира в Сухуми, произошедшем в 2019 году, продолжилось в здании СГБ. Подсудимый Эрик Чкадова был удален из зала суда по причине проявления неуважения к суду. Подсудимый Демур Ахалая также был удален из зала заседания по собственному желанию. Подробности в репортаже Рады Чачава в ближайшем выпуске новостей. Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия объявляет о приеме заявлений лиц, претендующих на занятие вакантной должности судьи Гагарского районного суда. Прием заявлений кандидатов на должность судьи осуществляется в помещении Верховного суда Республики Абхазия, расположенного по адресу город Сухум, улица Лакоба, 2, с 17 мая по 31 мая включительно. Справки по телефону 229 47 53. МУП «СУЭС» доводит до сведения потребителей электроэнергии, что 17 мая с 8 утра до 8 часов вечера в связи с ремонтными работами будет прекращена подача электроэнергии по улице Гочева. И в завершении выпуска на погоде. По сообщению Гидрометцентра, погода на территории Абхазии в среду, 17 мая, будет облачная с прояснениями. Температура воздуха ночью 7-12, днем 17-22 градуса, температура морской воды 14 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.